Татинский Улус концертом посетили музыканты из Москвы арт-проекта «Новый звук». Помимо встречи со зрителями, ценители живой музыки Александр Сироткин и Павел Голдман дали занятия воспитанникам музыкальной школы. В детской школе искусств второй день оживления. Именитые музыканты, баянист Александр Сироткин и скрипач Павел Голдман проводят индивидуальные занятия с воспитанниками класса баян и скрипка. С подачи не только преподавателя, но и всей душой болеющего за своих подопечного Александра Павлова, юные баянисты второй год обучаются у Александра Сироткина, проживающего в Москве, в форме онлайн. Видите, все это зависит от человека, от его желания. Потому что, несмотря на то, что ты живешь в небольшом поселке где-то, да, и можно это делать, можно обеспечить школу хорошими инструментами, найти возможность, да, а его дети играют на хороших инструментах. И это же не просто, что он какой-то особенный, да, Александр Иванович, а это большой-большой просто труд. Это постоянный, каждодневный, это вложение, это работа с детьми, это самое сложное. Якутия меня на самом деле покорила. Мне очень нравится в Якутии, здесь необычно, здесь очень много талантливых людей, и она не похожа ни на какую другую республику абсолютно. Вот, то есть здесь какой-то свой неповторимый колорит какой-то есть. Леня Алексеев внимательно слушает все советы мастера. Встреча воочию, играть композицию, разбирать все тонкие нюансы вместе, впитывать каждое его слово – это счастье для юного баяниста, который, между прочим, буквально на днях выиграл 2 республиканских конкурса. Отлично играет. Я больше еще не подумал, как можно так. Когда он играет, то есть впечатление. Да, значит, да. Ага. А можно дорасти до него, до его уровня? Ну, думаю, постараться, если, то можно. Леня сыграл на бис свою победоносную композицию на концерте Сироткина и Голдмана арт-проекта «Новый звук». Вечер живой музыки, где волшебные звуки скрипки и баяна подарили потрясающие впечатления и восполнение прекрасным. У многих потекли слезы, когда на сцене зазвучали всем известные ноты песни Валерия Ноева. Весь концерт – это виртуозное владение инструментом, трепетное отношение к музыке, проживание ее на сцене, желание, чтобы в каждом из нас музыка пробудила добро. Жанна Бурмистрова, Степан Тастыров, Татинский Улус.